Доброго дня, уважаемые подписчики! Снова с вами Иванов Юлиан. Сегодня я хочу вам зимой 3 декабря 2022 года, скоро Новый год, в преддверии, скажем, Нового года заснять еще раз видео, как можно благодаря интернету, благодаря связи, гаджетам, Wi-Fi, интернету передать нам заказы, не встречая вживую, чтобы можно было не нарушать закон, не оставляя ружья у нас или из-за длинных расстояний и тому подобное, передать размеры, которые мы выработали с помощью технологии на расстоянии через интернет. Вот я взял ружье, ребята, свое спортивное. Видео у нас будет направлено на вертикальные ружья или на горизонтальные ружья. Они так называемые врезки. Вот у нас приклады на спортивное оружие. Это у нас беретта. Вот. Следующее это у нас Пирация. Пирация это итальянский бренд. Все они итальянские бренды. У меня сейчас на руках немецкое ружье. И у нас есть еще такого плана приклады. Это на полуавтоматы. Но видео сейчас будет направлено на спортивное и охотничье оружие. Для этого, ребята, что нужно? Обязательно нужно встать, ноги по ширине плеч. По-простому. Вот. Повернуться носом. Если вы левша, в правую сторону, если вы правша, в левую сторону. Это дело очень просто. Вот так. Вот. Это называется стойка, ребят. Вот, допустим, бац. Ничего у нас не меняется. Шея становится простой, само по себе. Вот. Ружье разряжено. Вот. Поднимаем только эту часть. Вот. Только часть рукоятки. Поднимаем. Поднимаем. Вот. Как я ранее говорил, нам нужно будет боковая фотка или видео. Вот. Что это у нас сейчас в данный момент я сейчас хочу показать. Поднял воротничок, чтобы не мешал. Вот. Ребята, изготовка, скидка, вкладка. Пускай это будет по утке, скажем так, по гусю, поводка или по зайцу. Видите, шея не меняется, то есть положение шеи не меняется. Есть два варианта. Первое это то, как мы видим, как нужно и как мы вообще предлагаем, какое мерило у нас есть для того, чтобы приклад был правильный для стрелка. Это мы предлагаем человеку встать в стойку, повернуться носом к ступне и чуть-чуть на 2 сантиметра накрениться, чтобы вес полностью ушел на левую ногу. И просто нужно скинуться. Это первый вариант. Второй вариант это то, как вы хотите стрелять. То есть мы не ломаем, меняем стрелков, не говорим им, нужно обязательно стрелять так, как нужно, оставаясь при этом самим собой при нашем варианте. А то, как вы уже научились, то, как ваше телосложение уже сформировано, и как вы стреляете, допустим. Если вы стреляете, допустим, так, как вы хотите стрелять, то это, как говорится, закон человека. Это не оспоришь. У всех своя реальность, у всех свое согласие. Поэтому у нас два пути. То, как нужно, и то, как вы хотите. То есть мы делаем под любого человека, под его вкус. Поэтому, ребята, первое, стойка, скидка, боковая. Мне нужно боковое. Боковой ракурс. И обязательно, ребята, поворачиваемся к крану. Вот, повернулись к крану. Вот, повернулись к крану. Вот. Повернулись краном.
мы смотрим. Вот этот ракурс мне нужен. И вот этот боковой ракурс. При этом, ребята, огромная просьба, чтобы вы не меняли, не старались быть лучше. То есть, как вам хочется, скидывайте. Если вы скидываете, допустим, вот так вот, или вот так вот, или как хотите, то есть это ваше право. Но особенно важно, чтобы вы скинулись так, как в жизни. Это очень важный критерий. Следующий момент, ребята. Что нужно нам для замера? Для того, чтобы мы получили данные. Это, ребята, ваша рука. Откуда вообще начинается путь? Начинается путь вот этого пистолета. То есть нам нужен будет, ребята, от вас первое. Это, видите, вот, допустим, если я правша, я вижу, по-моему, что вы правша, нужно будет посмотреть, вот, берем руку, более-менее в таком расслабленном состоянии, не так, а вот так. И мы смотрим, если вы стреляете, допустим, подушкой, или вы хотите стрелять фалангой, измеряем линейкой, допустим, бац, от 0 у меня 9,5. 9, да? 90 миллиметров, скажем. 90 миллиметров. Я стреляю фалангой. Фаланга у меня от фаланги до большого пальца 90 миллиметров. Следующее нужно, ребята, кулак. Мы берем 4 пальцами, обхватываем рукоятку и мерим. Бац. Хопс. Вот. У меня кулак 90. При этом мы не должны мерить ни диагонально, ни криво, а согласно вот этим костяшкам прямо. Вот. Смотрим примерно. У меня уходит 90. От этого края до этого края. При этом линия должна быть параллельно костяшкам. Следующий момент. Это при кулаке нужно учитывать, нужен ли вам запас. Допустим, там 5 миллиметров, допустим, если надо стрелять там перчаткой в зимнее время. Или вы вообще хотите легко. Мы не обязательно и делаем вот с этим элементом так называемый стоппер. Можем сделать вот в таком формате. Формат охоты. Формат спортинг. Вот, спортинг. Это очень удобно. Прямая такая ручка. Следующее, ребята. Нам необходимо узнать шейку. Шейка. Шейка это называется часть вот этой шейки. Кстати, все термины, они неудивительно взяты от человека, допустим. Затыльник, шейка, пятка, допустим. Все вот как бы от человека зависит, да? Вот эта часть нам нужна, ребята. Следующая. Берем. Видите, вот у меня, например, от 0 до 4. От 0 до 4. Вот этот показатель нужен. Следующее, ребята. Нам необходим, с вами это все, что касается руки. Сейчас нам необходим, ребята, момент. Мы должны с вами учесть, когда вы стреляете, допустим, вот так, или же вот так, то нам нужно, если мы идем по первому пути, когда вы хотите более-менее с прямой шеей, нам нужно, ребята, сделать такую часть, отвод, да, называется Монте-Карло, чтобы шея относительно, ребята, выпрямилась. Шея, чтобы относительно выпрямилась. Вот, по мне, лучше, конечно, чтобы человек не загибал вот так, вот, чтобы максимум не было усилия, чтобы он, если мы идем по первому варианту, чтобы он оставался самим собой. То есть крест, крест, это такая образная идеология, крест, форма креста, а не мячик, чтобы максимально, вот, допустим, человек, если крест, он берет все вот так вот, делает и стреляет. Вот, вес на левой ноге, глазами смотрит. Задача, если ты спортсмен, что когда придет какое-то время, то ружье практически пропадает. 5%, там 3% только у нас на планке внимания, а все остальные 95% это только мишень. И это, конечно, приходится с годами, с тренировками.
И нам очень важно, ребята, вот, если вы хотите, допустим, чтобы шея у вас относительно не была вот так вот согнута, это решает вот эта часть и длина, ребята, длина курка от начала до затыльника. Вот. От начала до затыльника у меня идет 31,5. Приблизительно где-то так вот. Это до дерева, а до затыльника у меня будет 37. 30. Сейчас я подправлюсь. Зафиксирую. Вот тут преломляет. Около 36,5, ребята. Вот эта длина, она сразу выпрямляет шею, чтобы шея выпрямилась. То есть правильная длина с правильным отводом к затыльнику, чтобы затыльник у нас не вылазил, ребят, не вылазил вот так. А чтобы максимально у нас он зашел вот в эту впадину. Вот. Конечно, тут чуть-чуть торчит у меня, но это не сказывается на том, что, допустим, чтобы когда при скидке, допустим, если у меня будет вот так вылазить, я буду нажимать, у меня, конечно, будут идти поклевки такие. Вот, допустим. Поэтому нужно, очень важно, чтобы полностью затыльник соприкасался вот с этой выемкой. Но при этом шея, чтобы относительно была более-менее прямой. Конечно, это не значит, что нужно вот так вот шею вот так полностью выпрямить. А чуть-чуть, конечно, она будет относительно изогнута, но это не вот так. Не вот так. Ребята, это очень тяжело. И наша идея – это убрать все усилия. Следующий показатель, что нам необходимо, это, видите, ребят, сколько много данных. Надеюсь, у вас есть время смотреть. Это вот эта часть. Видите, у меня кончики стволы смотрят на час. То есть не на 12:00, а на час. На час 15, на час 20 даже смотрят. Видите как? Вот этот уклон, видите, он ушел туда. Для того, чтобы при вскидке у меня кончики стволов начинали идти свой путь снизу, чтобы я начал подсекать мишень. Снизу, ребята, снизу. Вот этот пич, это очень важная часть, потому что у некоторых стрелков, когда они скидывают, ну я сейчас так сделаю образно, бац, и стволы у них сразу смотрят на небо. При скидывании кончики стволов смотрят на небо. А сейчас у меня смотрят, вот, допустим, 90 градусов, вот баланс играю, вот баланс. Видите, вот у меня путешествие кончика стволов идет снизу. Если мишень летит, то я ее, скидываясь кончиками стволами, начинаю путь смотреть снизу. Это нужно для бокового просторного контроля, чтобы все у меня было видно. Справа налево, слева направо, чтобы стволы вообще не загромождали. Вот. Это называется пич, ребят, пич. Все, что касается приклада, наверное, скорее всего, мы сейчас не проиграли одну такую модель. Это вот на нашем проектировании, на бумаге, когда я заполняю заказ у ребят, там у меня есть проверочный список, и по проверочному списку у меня есть моменты там, допустим, пич, Монте-Карло, вот эти все пичи, я же вам сказал, да? Вот эта часть называется. Монте-Карло это вот этот вот спуск. И там еще есть момент, проговаривается регулируемый гребень или регулируемый затыльник. Видите, вот он полностью регулируется, и можно немножко заморочиться, чтобы можно было откалибровать самому, допустим, планку и выбрать горизонт. Еще есть такая немаловажная вещь, ребята, это вот именно рукоять.
как она вообще повернута. Она повернута в сторону или она прямая. То есть вот эта часть, она тоже немножко, ну, кому-то удобно. По мне, например, очень удобна вот эта вещь. Здесь есть такая шишечка, которая заполняет вот это вот пространство для удобства, чтобы вот эта рука полностью платформа, ну, охватывала вот это все, заполняла, чтобы не было никаких пустот внутри для более-менее комфортного хвата. Вот я еще раз говорил, что именно по свое путешествие прикладывать начинается именно с курка. От там подушкой, фалангой, именно от указательного пальца складывается пистолет, либо полупистолет. Вот. Обычно людям бывает удобно, когда они держат, допустим, приклад, не вот так сверху у них палец идет вниз, а более-менее чуть-чуть пистолетно, вот так вот, более-менее относительно. Вот так, допустим. Это бывает очень компактно и офигенно, прикольно, комфортно. При хорошем пистолете, ребята, получается, расстояние это чуть-чуть минимизируется, но время до скидки. И это тоже очень удобно. Ну, если не так сильно заморачиваться, конечно. Так, затем, таким пистолетом очень удобно, например, держать, ну, даже легче держать ружье, ребята, одной рукой. Ну, я не предлагаю так стрелять, конечно, одной рукой. Но даже при правильном хвате, ребята, вот этими 4 пальцами, 4, раз, 2, 3, 4, вот это хват, и вот это спусковой крючок, да, указательный палец, вот этот хват, он очень удобный для того, чтобы держать его. И при скидке это уже полностью балансирует, очень удобно, например, вот этим, чисто вот этим хватом. Вот. Следующее, что мы сделаем с вами, это нам нужно, ребята, карандаш, гелевая ручка, скотч и линейка. Нам необходимо с вами, сейчас я уберусь, поставлю ближе телефон. Хоп, нам нужно будет с вами соорудить такую штуку. Это обычная линейка, она продается в любом канцелярском магазине. Такая вот штука. Ну, есть и в рулонах, но лучше, конечно, взять такую бумагу плоскую, чтобы не отворачивать, не заворачивать. Вот, по мне вполне можно и из рулона использовать. Но я использую, например, вот такие вот штуки. Предлагаю покупать. Так, сейчас скотч отвинтим. Не в том месте открываю. Так, сейчас минуту. Так, ладно. Вот. Это мы все добро склеиваем скотчем. Да, склеиваем. Хопа. Связали. Ложим приклад, ружье. Так, надеюсь, всем видно. Вот. Все. И сейчас, ребята, у нас с вами, после того, как я вам отправил проект, а я вам его отправлю, после того, как мы с вами провели 15-10-минутную дискуссию, я вам отправляю, и вы там уже можете спокойно сделать, допустим. Если сложно, то я помогаю. Это гелевая ручка. И нам нужно будет, ребята, взять ручку, и там, где у нас заканчивается цевьё, вот, 90 градусов, просто чертим. 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 Сверху смотрим вот так вот. При этом ручка 90 градусов.
Не торопимся. Все это прорисовываем. Вот очень важная часть. Планка. Вот и все. Вот у нас получается ружье. Контур ружья. Контур ружья. Так, аккуратно положим, чтобы ружье не упало. Вот. Все. Вот у нас получился с вами, ребята, приклад. Сейчас я его карандашиком обведу, чтобы было видно. И самая главная вещь, ребята, это у нас, да, ребята, курок. Курок. Нам нужно знать, где у нас лежит курок. Сейчас особо трудностей у нас нет. Положим сверху приклад. Ровно все легло. И мы чекаем курок. Вот, начертили курок. Все, сейчас я вам покажу. Показываю вам чертеж, тот, который необходимо сделать. Вот, ребята, приклад, полный его контур, высота гребня, рукоятка, шейка. Вот, это мы с вами начертим. После того, как я вам сделаю проект. Проект, который у вас будет на телефоне. Вот. И что самое главное, ребята, обязательно нам надо будет сделать еще замеры. Вот. Мы ложим сюда ружье на край стола. Сейчас я засниму так, чтобы было видно. Вот. Смотрим линейку. Видите, вот ровно. И вот этот замер у нас будет в 3 местах. Вот здесь вот, видите, 40 миллиметров. В середине 40. В начале на носке 40. В середине у нас 43. И в конце у нас получается около 50. Вот эти все параметры нужно будет, ребята, передать мне. Я это все оформляю с вами в проверочном списке. И замеры будут полностью получены. А на этом, друзья, на сегодня все. Надеюсь, было полезно. Если было полезно, ставьте лайки. Если было бесполезно, можете ставить дизлайки. Поэтому всего доброго. До скорой встречи.